А прямо сейчас в стенах мультимедийного парка «Россия. Моя история» проходят торжественные посвящения учащихся средних школ номер 9, 13 и 32 и воспитанников детского подросткового центра в ряды юнармии. С места событий подробнее нам расскажет моя коллега Светлана Амосова. Светлана, добрый день. Расскажи, как проходит мероприятие. Валерия, добрый день. Да, мы сейчас находимся в мультимедийном парке «Россия. Моя история». Сейчас с минуты на минуту начнется торжественное открытие. И в рамках месячника патриотического воспитания в республике посвящают школьников средних школ номер 9, 13 и 32, а также воспитанников детского подросткового центра города Якутска в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». Это всего 50 детей. Хотела бы отметить, что в Якутске в реестровом списке «Юнармии» насчитывается более 600 юнармейцев, 2 юнармейских класса и 19 юнармейских отрядов. И в 2022 году открыт первый в республике центр подготовки юнармейцев «Дом Юнармии». Сейчас с нами в эфире начальник местного штаба Юнармии Егор Афанасьевич Охлопков. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, вообще, как будет проходить посвящение и что они в дальнейшем будут обязаны делать? Добрый день. Сегодня у нас очень торжественное мероприятие. Это принятие в ряды общественной организации «Юнармия». Сегодня перед вами стоят наши детишки, которые изъявили желание быть юнармирцами. Конечно, звание юнармирца накладывает очень большую ответственность. Это быть хорошим в учебе, хорошим и в воспитании, быть преданным своей родине, быть всегда наготове на защиту, прийти помочь другу, подать, как говорится, плечо свое другу. В общем, это очень хорошая детская общественная организация. Я хочу отметить, что у нас Юнармия работает уже 2016 года, и в прошлом году мы открыли единственный на Дальнем Востоке дом Юнармии. Ну, что сегодня получат дети? Будет очень интересно. Ребята, принесут клятву верности своей организации. Им будут вручены форма, значки и книжки памятные. Спасибо большое. Я хочу еще раз отметить то, что военно-патриотическое движение «Юнармия» начало свою работу с 1 сентября 2016 года. И вообще основными целями движения является воспитание сильного, умного, здорового поколения патриотов. На этом у меня все. Валерия. Благодарю, Светлана. Напомню, что с нами на прямой связи была Светлана Амосова.